программа «Вести кудымкар велищ тиянкат», студия Андрина Батуева. Бур рыд джента талоня тема зилищ. Кариш олища скоро на справедливость, кыч подрядчик учетен ремонтирует на туез зера аран. Медбурщилища скошится Кудымкарский район пашта, ветеранский коллектив везермащится фестиваль валан. Унары макамадор кысье бычамы да ашама мы мучаласа вежалун валан. Современные технологии из зорамына очлань компания «Мегалит» асфальтирует Кудымкариш туез зера погодя. Самая середина октября, моросящий дождь и уже поздний вечер. Но это не помеха вести дорожные работы в самом центре Кудымкара. Укладка асфальта здесь идет полным ходом. Вот он, еще парит. Кроме укладки дорожного полотна, подрядчик ремонтирует и тротуары. Пермская компания «Мегалит» должна была выполнить все эти работы до конца августа. Но жарким сухим летом руководству, видимо, было не до этого. А всего-то нужно было отремонтировать 2 улицы. Грязь, слякоть, куда он асфальт-то ложит? Хорошо, конечно, что кладут, он развалится скоро, но... А вот рабочих погодная ситуация не смущает. И о технологии укладки с корреспондентом телевидения разговаривать не хотят. Вместо этого демонстрируют завидное усердие. За просрочку «Мегалит» уже ждут штрафные санкции. Но для подрядчика это не впервой. В прошлом году была история точь-в-точь как сегодняшняя. Должны были за лето отремонтировать несколько центральных улиц в Кудымкаре, но успели только снять старый асфальт. А к укладке нового приступили только в сентябре и в дождь. Почему из года в год вот так происходит? Зима пройдет, снег растает и асфальт растает. После съемочной бригады на улицу Карла Маркса, где ведутся работы, приехали представители Кудымкарской администрации. Теперь заказчик более суров, работы принимать не будет. Пункт 12.3.1, он четко говорит, укладка асфальтобетонных смесей осуществляется только в сухую погоду. Поэтому никакой другой там технологии придумать невозможно. И, естественно, эти работы приниматься не будут. На данные работы бюджетом было выделено 4,5 миллиона рублей, но теперь похожие объекты по стоимости выйдут как минимум в 2 раза дороже. Как говорят в городской администрации, теперь этот участок дороги подрядчик должен будет переделать за свой счет. Только в этом случае работы будут приняты. Дмитрий Буланов, Александр Рябков, Вести Пермь. Округын соданы сотчемез статистикада безопасности меры азилищ юортана специалистез. Качет погодякат отер пандати саламтан сезон. Не пыршон тищем панда используется на туяна отопительный приборез. Сенчо чекажик шогмана сотчемезан случаез. По статистике, с начала 2018 года на территории Кудымкарского округа произошло 108 пожаров, что на 11 случаев больше, чем за аналогичный период прошлого года. При пожарах погибло 17 человек, в том числе 1 ребенок. В прошлом году 6 человек, травмировано 10 человек, в прошлом году 8 человек. Рост количества пожаров наблюдается в Кудымкарском муниципальном районе. В этом году произошло 32 пожара, в прошлом году 21. Основными причинами пожаров явились нарушение правил эксплуатации печей, неисправность электрооборудования, также неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении в нетрезвом виде. Тевлоктом очень кола бюджетный камин да горез, медбыбыдасвали весетом далашетом лонтан кат кежа. Осков кольны учат челядес отнанаса гор лонтищем коста. Ежели соблюдает не буде скола на правилоез, то не кучем шог оспет. В осенне-зимний период в среднем количество пожаров увеличивается на 30%. Это связано прежде всего с нарушением правил эксплуатации печного отопления. Для предотвращения пожара в жилье необходимо очистить дымоходы, заделать трещины в печи, побелить печь, притопочный лист размером 50 на 70 подготовить непосредственно под дверцей топки, отремонтировать и побелить трубу, не перекаливать печь, лучше топить раздельно 2 раза в сутки, не больше, чем по 2 часа. Товщакады скуж. Это шансы на коло лошадчин аскада. Пожарные скороны медбубудолыш внимательно видят из аслас гордгагар. Эсджук тот соправилоез. Татьяна Конюкова, Алексей Быков, Вести Кудымкар. Мувалын уджалыщыз шотчищан луннез остада, кычам уджмуна фермезен. Пашкыджика очланша сюжетін. Быт год октябрь месяца порьетаны ашинас профессиональный вешалон отер каднаитиса ашинас оланнаса сельское хозяйство кад. Талун нялуна Кудымкарский районын уджаланы куим сельскохозяйственный производственный кооператив. Сыж Россиянима колхоз ожилань уджан сутата вылын результатыз. И это понда кершены будас условиез. Технологии новые у нас все-таки двигаются. Мы закупаем по ветеринарной, например, работе
Закупили нынче родовспоможитель, так называется. Очень удобно, помогает и облегчает производить отел доярки. Вот. УЗИ-аппарат хотим приобрести, то есть он уже у нас в процессе. Технология у нас везде, кормораздатчики есть. То есть как бы условия у нас довольно-таки хорошие. Колхоз Россиян аны водитаны шижим шо виддас гагар кукане заздамасызыз. Быт группа апыраны атик шо гагармыз. Сиен инкез уджаланы шо рытыч. Кати механизация юна пырисферма, но дояркезла уж шо шоданжа не кокнита. 2 смены. Вот утром, например, утром я работаю, во вторую другая приходит, напарница моя. Тяжело работать. Здесь легче. Я раньше работала в Лопатино, там тяжелее. Чем тут легче работается? Тут, видите, корма завозят вовремя, кормят вовремя. Уджавны бура локны вылын результат тездына старайча быт хозяйство. Сиен кукане сборшанькола бычыма виджатлыны медбыния пыриса крепыт мысызы, каднащетиса бы унаев да здоровой пьезас. Та воджун чулача удж медбы подала эзва вкаджет. Гожуман заптиса шу турун да мадик шоян. Ани кольча бычыма виджатны ферма эзлан комплексы с гагар. Медбы подала эсшет каджет тыв да зыр. Особо готовиться-то нечего, мы готовы и зимой, и летом, поэтому утепляться у нас не нужно, потому что все у нас уже стандартно идет. Окна, закрываем окна, двери, а коровы сами себя обогревают, то есть все идет естественным путем. Домики для телят – это как бы не новшество. Раньше холодный метод он практиковался, но для того, чтобы удобно было телятам и тепло, комфортно, домики, то есть технология, она идет вперед, она не стоит на месте, и это удобно, тепло, шторки, зимой они согреваются, они дышат, телята заходят в домики, плюс глубокая подстилка, соломы, сена, и телятам комфортно, то есть не холодно. Телят держат там с 3-дневного возраста до месяцев 6. Но в самих домиках 2 месяца держатся. Потом они переводятся в общие клеточки. Имена пишутся по матери. То есть, если, например, мать Майка или там Аврора, значит, теленок будет на букву А, если Аврора там Азимут или еще какой-нибудь. Сельское хозяйство Зорама – это понда киршены буржик условия с уджалыще спонда. Локтан вежалуноджен быт сельское хозяйство ищ уджалыще зло, шонт кывез Россия нима колхозыш специалист. Мовулан уджалыще с отерлан могус абу кокнит, но это учта гозвер мылону быча молан. И безда фермез вылан уджалыще злан абу ай шотчищан луннез. Это уджен кола уна вын, уджит терпенью да ас могдына радейтым. Татьяна Конюкова, Алексей Быков, Вести Кудымкар. Быткодь орсан з велосипедез і нельки віль мебель, кожналися аймамлом по печенью тога кольчам челядла. Пешнигордиш центрын чулалис марафон. Назад! Внимание! Поехали! Это мытла радость челяди волонтерез, талун татым праздник, Пешнигордиш аймамлом по печенью то кольчам челядь понда центры локтис марафон. Сия гоститис не Пермской краиш уна детской доммезен. Пермская краевая общественная организация Зорота Дащи Жимет проект Рамщелама Муртез вая челядь Олана уна гаж. Вижалун локтис дошкольный и школьный возраста пьездына. Вот все, что сейчас собрано, все, что здесь передается детям, во всем этом участвовало огромное количество людей, и задействовано много сил, много трудов, и хочется сказать всем большое спасибо. Это и сенсорная комната для работы психолога, то есть это игрушки, это форма футбольная, это весь спортивный инвентарь. Вайса мячес физической зоротем понда снаряддез, не быть диваннез, паласез, учат челядь понда аканнез и машинкаез, да еще быть котберща. У нас мы елиш мечтайте со Пешнигорской центрич воспитанниккез. Мы дружим,
Прежде всего у нас хорошие отношения с ребятами, с администрацией. Ну и, естественно, дружба наша заключается в том, чтобы чуточку сделать, может быть, те дни, когда мы приезжаем, интереснее, веселее. Чужих детей не бывает, тем более те, которые остались без попечения родителей. И для нас, как для членов общества, мы считаем, что это очень важно, что мы здесь. Рамшалама Мортез этач отсачена челядь даслюлет гучень. Волонтеры зланмок туйдет на имамдам челядес оланын волькет туйкужа. В Центре помощи детям города Кудымкара на сегодня 116 несовершеннолетних воспитываются. Сегодня наши друзья «Право на жизнь» побывали уже в отделении для детей младшего возраста. Там показали теневой театр. Дети были вообще в восторге от этой сказки. И сейчас в отделении длительного пребывания тоже 40 несовершеннолетних. Для них прекрасное шоу. Они очень довольны, счастливы. Вежалун армис бычам челядь гажечи световой шоу вылын. Пешлиса керна ашама трюккез. Шералиса шовкатиса и яктиса. Разница возрастен езит дав. Эмоция извалиса только бурощ. Пиес куталиса мыльный пузырез. Йона йорташиса быть волонтеркат. И эс поламычавны велетам кужам мез. Меня впечатляет, что я участвовала в флешмоб. Меня впечатляет. Нам привезли много подарков, и я хочу ими поиграть, позаниматься. Мне очень любопытно, какие там подарки. Волонтеры спыртана уджа мет простой методез. Велет на нее шуано осков. Быдас меня керана ола шаламн. Дети – это самая искренняя публика. Они дают эмоции намного больше, нежели чем взрослые. И когда ты видишь у детей в глазах вот эти вот искорки, которые загораются, дальше, собственно говоря, ничего делать не нужно. Все идет уже как бы от души. И я думаю, что это нужно просто попробовать каждому и получить от этого удовольствие. Энергетика детская, она просто безумная, она льется на тебя, и ты сам ловишь эту волну позитива и становишься, наверное, чуточку добрее и лучше. Очень хочется показать детям, в том числе из детских домов, что-нибудь необычное, чтобы они открывали для себя какой-нибудь другой мир, какие-нибудь новые виды искусства. Можно ведь разному чем-то учиться, и поэтому мы показываем что-то необычное. Мы были в различных центрах в других городах. Но я скажу, что дети, они всегда одинаковые и одинаково реагируют на все, что мы показываем. Мне нравится, и мне очень просто находить с детьми общий язык, потому что у меня детство еще не прошло. Матынка да марафон локта с края челядь понда мадик центриза и волонтеры злан команда вилищ кожналас ыджит котырла у нагаж. Ирина Батуева, Алексей Быков. Вести, Кудымкар. Ветеранский коллектив вез лован оспаришма. Волкасы млынстогодча юбилейки же асланыс вежалунша месяца не очулатиса фестиваль. Кудымкарская районная культура Керко локтиса когда сквать ветеранский коллектив. Почти будут участники звалиса комсомолец сезон. Ащины ставуша вермашем шилищ мортез кожналиса волкасы мланшо годла. И пыртиса песенный репертуара вильшилан кыввез. Не стареют душе ветераны нема фестиваль было. Локтиса квать поселение творческий котыр. Мен коллективы существует уже 10 лет, вот это составилось. Мне беспокоится, что мен костюмы такой больше, чем уже торжественные. Но еще не дошли до этого, мы дойдем и тоже для коллектива. Стараемся мы каждое мероприятие участвовать. Вот они ведь мне перем и во имя лауреат второй степени. Это фестиваль в ветеранский коллектив звается мед бычам дагажа песни из вокальной группы, из ансамбля и ветеранской организации из Донтис жюри. Ежегодный, традиционный, и мы рады очень высокой общественной активности наших ветеранских организаций, потому что этот фестиваль начинался 16 лет назад, и он начинался с 8 коллективов. Сегодня у нас уже приезжает и выступает 25 коллективов со всех поселений нашего района. Мы всегда чествуем наших ветеранов, и уже проведено было очень много мероприятий. То есть мы награждать и чествовать будем еще на другом мероприятии, где мы уже соберем
весь ветеранский актив нашего района. То есть это будет следующее мероприятие для ветеранов нашего района. Хор «Ветеран» оштис даскватет фестиваль. Песни о тревожной молодости доедут на веселый шилище с гармонисткой гаджеты событца зал. Октябрь месяца верхиневый ветеранский коллектив «Паретис, когда свит год». Юбилейная дата творческой котыры поздравить и Юралищез и ветеранская организация председатель. Ческит кожиндена торжественно считается диплом. Юбиляр мычалис, что эша быт творческая батл вылун. Не верма сощетный жар. Традиционный фестиваль года за ним эзашты. Кудымкарский район инициативный мортиз некин лоос щета паришманы. Шиланкыв олана вая унагаж. Настроение лептана этласа панташем мез. В 2013 году просто решили общаться, петь песни. И вот мы уже который год вместе. Очень хочется оставаться молодым, бодрым, веселым, здоровым. Всем участникам пожелаю самое главное здоровья, бодрости, веселья, творческих дальнейших успехов. Фестиваль гаджеты «Свит даст Шиланкыван», когда свит коллективное выступление жюри коши смет бычом номерез. Награда спыр аджана ашиныз герои за Кудымкарская районная культура Керкун Ния Сиджавичишиса. Ирина Батуева, Александр Рябков. Вести, Кудымкар. Унары Макамадор краевой вежалун, когда у нас чулачин кариш этнокультурный центр Локтаншо Чищанне Скоста. Национальный костюм быт прищалы дишис быт отерпонда ашама культурное наследие. Пашкам прият пожатадны народан олан дауж елыш, нылан ас вежарда традиция зелыш. Сыч унары Макамадор нима вежалун чулача медбы вижны тадвылын народный костюм лыш ваш образец из мучавны нылыш ашамаса. Традиционно в рамках этого праздника пройдут несколько, скажем так, мероприятий. Это полюбившийся всем конкурс «Косы реки», когда разные совершенно люди, профессионалы, могут попробовать в себя в косоплетении и получить за лучшие работы подарки, призы. Это, конечно же, показ коллекции одежды, традиционных этнографических костюмов, современных костюмов этнических, ну и из каких-то личных коллекций в том числе. Сиджа вежалун вылан пондаш чулачына семинар, когда вылан о территории часа аняша национальный костюмлан, олем выла асланыс опытан да жарнелан. Гащес байтаса кыш быд национальный слан ашама аспета пашкам пырьет. На этот раз мы обратим внимание на кушаки и опояски. То есть у нас будет выставка традиционных музейных экспонатов, современных, сделанных современными мастерицами кушаков. Естественно, будут мастер-классы по плетению разных видов кушаков, опоясок, оберегов на них. Ну и прочие мастер-классы для ребятни, для малышей, для того, чтобы все возраста были заняты на нашем празднике интересным делом. Концертная программа обязательно с участием коллективов округа, костюмами, которые могут похвастаться своими костюмами концертными. Унара Макамадор пондаш чулачына октябрь, как дасат луна этнокультурный центр. Дасатика час с 11 часов, понда часа семинарез, ожлан чула часа мастер-классез, а помаша свежалун концертан. Татьяна Конюкова, Алексей Быков, Вести Кудымкар. Талон Кудымкар Локта-Пермский край культурал министерство юралиш. Рытан Пермяцкий драматический театр, министр Оштас межнациональный театральный фестиваль.
Сегодня впервые в Кудымкаре стартовал межнациональный театральный фестиваль «Сообщение». На малой сцене драматического театра прошла постановка Пермского театра кукол «Цветные истории». Самые маленькие зрители не только увидели игру актеров, а также сами приняли участие в спектакле. Потом они вместе с детьми создают некую такую инсталляцию, скажем так, живую. Ну, как бы большая развивающая игра. Вместе собирают. И родители, самое главное, к этому присоединяются. И они составляют там кубики, треугольнички друг другу. Как раз именно большие развивающие игры. И родители вместе с детьми, у них есть совместные переживания. Они вместе играют. И потом вот, достаточно долго, у нас нет временного промежутка. То есть, сама игра актерская длится 30 минут. А потом, сколько хватит сил и времени, и желания у зрителей. Фестиваль «Сообщение» организован к приближающемуся юбилею театра. Уже как 5 лет актеры выступают в новом здании. Официальное открытие запланировано на 17 октября. В этот день будет постановка Лысинского театра драмы «Пиковая дама». Всего участие в фестивале примут 7 театров с городов Пермского края. И завершится он 21 октября. Очень волнительно, мы готовы принять наших коллег на хорошем уровне. Во время фестиваля будут проходить и мастер-классы, и лекции, и показ документальных фильмов, и актерские клубы, и общение актеров между собой. Очень обширная программа. На этом фестивале у нас участвует 6 театров Пермского края и 7-й театр это из города Серова, Серовский драматический театр имени Чехова. Где вот театр тоже бы хотелось поподробнее? Театр у нас работает, Лысинский театр приезжает, 2 театра из города Березники, театр кукол, Чайковский театр, Губаха. Театр «Доминанта» у нас работает. И получается 6-й спектакль. 7-й театр, это гостевой. Мы их пригласили со спектаклем «Трамвай желания». У него номинант «Золотой маски». Этот спектакль. Мы их пригласили. Они 21 октября будут закрывать наш фестиваль. И это было момент, алым быдас велич панташа машин рытнас. Быдас бурса, аддишлытадж.